То, что рассказал мне Саша, я, конечно, была в шоке. В шоке. Ребята, которые побыли в армии хотя бы месяц, это совсем другие люди. Вот там они настоящими становятся людьми, не только мужиками, людьми. Они осознают свою роль, значимость. 3 октября в подвальном помещении на территории военной части в Печах, что под Борисовым, нашли труп военнослужащего срочной службы Александра Коржича. Родные и друзья погибшего уверены, что он стал жертвой дедовщины. Однако официальной версией смерти изначально было самоубийство. Командование части и Министерство обороны поначалу не признавали факта насильственной смерти, настаивая на суициде. А это вызвало большой резонанс и возмущение белорусских граждан. Именно под давлением общественности и началось объективное расследование. Александр Коржич, которому на момент смерти был всего лишь 21 год, неоднократно жаловался матери и друзьям на несносную дедовщину, которая царила в части. По его словам, сержанты издевались как только могли и отбирали все до последней копейки. Посмотрел, видно, Саша на мою реакцию, на мой болезненный вид. Говорит: мама, я тебя прошу, ты больше сюда никогда не приезжай. Приедь, ты только мне высылай деньги по моему звонку. Так мы с ними договорились. Как выяснили друзья погибшего солдата, во время службы с его банковской карточки снимали деньги в разных городах Беларуси, а саму карту вместе с мобильным телефоном украли еще летом, когда Коржич лежал в санчасти с высокой температурой. Но это еще не самое страшное, что происходило во время службы. Я говорю: а что же у вас тут такое устрашающее? Он говорит: мама, солдаты, не солдаты, а сержанты приводят проституток сюда ночью, поднимают боевую тревогу, нас всех строят, а они, говорит, этих баб там имеют по полной программе, и так ночами, целую ночь. По словам сослуживцев погибшего, сутки пребывания в Печах, чтобы тебя не били, стоили 15 рублей. А в общем, за 4 месяца службы Александр Коржич вынужден был отдать на нужды дедам почти $500. Саша рассказывает: мама, я насмотрелся тут таких ужасов. Встаю ночью, не знаю, что-то или крики, или что, чего, он проснулся. Говорит: захожу в туалет, парень висит. Я говорю: как висит? Ну как висит, говорит. Стал я кричать, поднял еще 3 парней. Мы его спасли, этого парня. Я говорю: слава тебе, Господи, что вы его спасли. Говорит: ни один, ни сержант, никто даже не пошевельнулся. Ни один. Похожие истории звучали и из уст других солдатов, служивших в Печах. Эта воинская часть имеет неоднозначную славу. В интернете можно найти очень много негативных отзывов о прохождении службы там. Потом, что еще мне рассказывал? Я говорю: у меня волосы вставали дыба. Говорит: на шею одевают хомут ночью. И целую ночь, а в этом хомуте иголки. И целую ночь надо мыть унитаз. Я говорю: как? И что? И ты этот унитаз мыл целую ночь? Говорит: мама, я мыл зубной щеткой, чистил умывальник. Я так посмотрела на него. Говорит: как целую? Да, подняли по тревоге, целую ночь чистил умывальник. Говорит: а в это время солдат, другой мой приятель, он сидел над унитазом в этом хомуте и чистил унитаз целую ночь. Это, говорю, воспитатели. Я говорю: кому мы доверили людей, своих детей? По словам матери Коржича, когда забрали тело сына, на нем было множество гематом в паху, в районе печени, почек. И вся голова в мелких ранах, словно шилом кололи. Это фашисты. Моя мать видела труп и сказала, что немцы над ними в концлагере так не издевались, как тут свои же, сказала Светлана Коржич. Александра Коржича похоронили 5 октября с воинскими почестями на Пинском городском кладбище. Присутствующие на похоронах также утверждают, что на его теле были синяки и порвана губа. 5 октября Следственный комитет сделает заявление, в котором настаивает на суициде как основной версии произошедшего. Тогда сообщалось, что в ходе проведения осмотра места происшествия признаков криминального характера следствием не обнаружено. Через неделю после этого официальный представитель Следственного комитета делает уже совершенно другое заявление. Новая версия следователей, похоже, больше не связана с суицидом. 3 ноября в подвале здания медицинской роты обнаружен труп военнослужащего срочной службы.
висящий в петле из брючного матерчатого ремня, прикрепленного сводным концом к металлической арматуре под потолком подвала, с перевязанными шнурком обуви ногами и одетой на голову майкой. На армейском сленге это называется собачья смерть. На солдата набрасывается ремень, который затягивается на шее, а растянуть его невозможно из-за специального механизма. Каким образом следователи изначально не обнаружили следов насильственной смерти, так и остается загадкой. В итоге уголовное дело по факту дедовщины, хоть и с задержкой, но все-таки возбуждают. Есть три основные версии: доведение до самоубийства, убийства или самоубийства. Впрочем, в последнем сомневаются все и даже Следственный комитет. Задержаны несколько подозреваемых, 2 сержанта и прапорщик, допрошены более 60 человек. После вскрывшихся фактов о произошедшем не стесняются трубить во всю государственные каналы. По факту гибели солдата в печах продолжается проверка. За дело берется якобы и сам Лукашенко. По словам пресс-службы главы государства, дело находится на его личном контроле. Позиция президента в этом вопросе настолько жесткая, что никто из виновных от ответственности не уйдет. В то же время петиция с требованием отставки министра обороны за считанные дни набирает более 10 тысяч подписей. После этого сайт блокируют. От должности отстраняют командира воинской части, где погиб Александр Коржич. После завершения следствия Минобороны обещает сообщить общественности причины и обстоятельства гибели солдата. Ну что, сынок, в армию хочешь? Как же так получается? Беларусь ни с кем не воюет, однако наши солдаты продолжают гибнуть в мирное время в мирной, казалось бы, армии. Только в Борисове в этом году зафиксированы 4 смерти. В большинстве случаев официальной версией становится суицид. Суды над дедами до этого времени практически не освещались в СМИ. Иногда родителям погибших приходилось ждать год-два, обращаться в различные инстанции, чтобы обвиняемые все-таки оказались на скамье подсудимых. Суды происходят, но ситуация не меняется. Белорусская армия по-прежнему не только калечит, но и убивает людей. Министерство обороны пытается объяснить это резким ухудшением социально-демографической характеристики призывного контингента. Выясняется, что каждый 10-й призывник последних 2 призывов состоял на учете в милиции, а почти 2/3 призывников задерживались за административное правонарушение. Пьяный владелец элитного купе BMW с белорусским видом на жительство и российским паспортом в кармане протаранил в Минске фонарный столб, а затем и автомобиль такси. Его водитель, у которого дома остались 3-летний ребенок и беременная жена, чудом выжил и находится в коме, а виновник происшествия прячется от следователей за границей, по всей видимости в Испании. Уже известно, что скандальное ДТП совершил Вячеслав Корнеевец, формально работающий директором частного фитнес-центра, а фактически любимым сыном у своих весьма влиятельных родителей. Его отец – тренер национальной сборной Беларуси по гребле, а мать – совладелец медицинского центра «Нардин» для богатых пациентов в Минске и ряда аналогичных частных клиник в России. Изначально Корнеевец даже был задержан сотрудниками ГАИ при попытке скрыться с места происшествия. Его успели освидетельствовать на наличие опьянения. Прибор показал почти 1 промилле алкоголя в крови. Права у водителя дорогой машины оказались, как и паспорт, российскими. Белорусских его лишили за пьяную езду еще год назад. Казалось бы, никаких вариантов, кроме увлекательной поездки в СИЗО, в компании уже не длинноногих фотомоделей, а суровых конвоиров с последующим предъявлением обвинения по 317 статье Уголовного кодекса у задержанного не оставалось. Но по какой-то загадочной причине его сразу после первого допроса отпустили на свободу. Этого оказалось достаточно, чтобы оперативно сменить однозначно маячившую на горизонте сырую камеру в белорусской тюрьме и скудную пайку на теплые испанские пляжи и свежих устриц. Лишь через несколько дней материалы о скандальном ДТП добрались из ГАИ до Следственного комитета, который принял вполне логичное решение возбудить в отношении Корнеевца уголовное дело, чреватое 7-летним пребыванием в местах, где не ездят на дорогих БМВ, да и пешком ходят исключительно под конвоем. Пока изрядно пухлая папка ехала от одного казенного дома в Минске до другого, сам Корнеевец оказался куда проворнее. Он успел вылететь из Минска в Москву, из Москвы в Барселону. Его, конечно, объявили в розыск, но было уже поздно. Интересно, что ранее Вячеслав Корнеевец нередко размещал на своей странице ВКонтакте фотоснимки, где гордо позировал на фоне дорогого автомобиля, очень похожего на разбитый. Эта же машина фигурировала и в других некрасивых историях. В частности, минский фотограф Антон Матолько публиковал фото знаменитого BMW, нагло припаркованного на тротуаре. Сынок хозяйки Нардина мгновенно начал угрожать Матолько в соцсетях, причем все выглядело настолько серьезно, что фотограф даже был вынужден открыть эту переписку публике, чтобы перестраховаться.
Пока окончательно не ясно, сможет ли покалеченный мажором таксист хотя бы просто выжить и не остаться инвалидом. Врачи констатировали у него крайне тяжелые черепно-мозговые травмы, переломы обеих лопаток и поперечного отростка позвоночника. Коллеги пострадавшего уже начали сбор денег на его лечение. В Могилеве у женщины отобрали сына из-за долгов по коммуналке. 47-летняя женщина задолжала 415 рублей, сообщили в Центре городских информационных систем. Информацию о задолженности направили в школу, где учится сын могилевчанки. В сентябре комиссия по делам несовершеннолетних отобрала у неработающей женщины сына и поместила ребенка в приют. Только после оплаты долга она смогла забрать ребенка домой. Это удар по всей системе. Всей системе. Всей системе. Повалили на пол и били по почкам. Театралы в масках через черный вход ворвались на культурное мероприятие в Минске. После избиения ОМОНовцы поставили всех на растяжку. Через некоторое время несколько десятков человек доставили в райотдел, в том числе музыкантов, несовершеннолетних, граждан России и журналистов. Один человек находится в больнице, так как его сильно избили. Они сразу пришли туда, начали всех ложить в пол, кому-то начали бить по ногам, валить, наносить какие-то удары ногами, повалили несколько макетов муляжных, они такие белые, небольшие, они попадали на людей, с кого-то срывали какую-то одежду, потом всех начали поднимать и ставить к стене в неудобной позе руками на стену, кричали морды в пол. Потом всех разворачивали и на камеру спрашивали, что ты сюда пришел в грубой форме. Разворачивали обратно, кого-то слышно было били, наносились удары. Аполитичный концерт Минск H-Day был официально разрешен властями. Его участники, преимущественно сторонники философии Straight Edge, это люди, которые не употребляют наркотиков, алкоголя, табака, не принимают лекарств и выступают против разврата. Часто вегетарианцы или веганы. Вопрос о том, избивали ли сотрудники ОМОНа задержанных во время концерта, в РУВД Партизанского района назвали полной глупостью. Действительно же, полная глупость избивать людей, которые никак не сопротивляются. Оправдано ли применение силы для задержания в данном случае? В какой еще стране такое возможно? Пишите в комментариях. К слову, похожим образом в Гродно сорвали лекцию российского философа Рябова. Сейчас он держит сухую голодовку в изоляторе. Инвалида первой группы из Мозыря, который не выходит из дому, оштрафовали за переход улицы в неустановленном месте. В начале сентября Виталий не досчитался приличной для его пенсии суммы. Оказалось, деньги из пенсии высчитали на погашение штрафа ГАИ за переход улицы в неустановленном месте. Причем об этом сам так называемый нарушитель узнал только спустя 8 месяцев. Протокол был составлен зимой. В деле пообещали разобраться. Правда, для этого понадобится суд. А пенсионер из Минска уплатил штрафы ГАИ, а затем ему еще раз их вычли из пенсии. При этом водитель даже не подозревал о том, что получит урезанную пенсию. Ему не приходили никакие письма о штрафах и постановления об удержании денег и без того из скромной пенсии. Платить не будем, но можем дать медаль. Так Следственный комитет Беларуси ищет внештатных сотрудников. Интересно, какой долбень будет зарабатывать очередному офицеру на квартиру и дачу, интересуются интернет-пользователи. В Могилевском районе задержали активиста, который организовал ремонт дороги в деревне. Ранее он проявил себя акциями за улучшение дорог в Могилеве. Люди приехали искать пропавшего в Беловежской пуще ребенка, а местная ГАИ выписала им штраф. Инспекторы Свислочской госавтоинспекции, которых отправили помочь в организации работы поискового штаба и направлять потоки прибывающих машин, выписывали штрафы участникам спасательной операции в самый разгар поисков мальчика за непройденный техосмотр и отсутствие водительских прав. Ну что же, планы никто не отменял, а совесть по плану не положена. Как видимо и в этом случае, милиционер пришел в детскую больницу, чтобы составить протокол на активистку. Милиция обвиняет Галину Смирнову в участии в пикете на Бобруйской площади Победы. Через 3 дня после пикета подполковник Рудько потребовал от Галины, чтобы она явилась в отделение милиции. Но поскольку один из 3 ее маленьких детей заболел, пришлось лечь с ним в больницу. Но и там Рудько догнал активистку. Допрос он проводил прямо в процедурном кабинете. Сергей Рудько известен в Бобруйске преследованием демократических активистов. Он сделал стремительную карьеру с капитана до подполковника. Ставка за права $250-350. Так в Пинске гаишники зарабатывали на экзаменах. Суд Пинска и Пинского района начал рассмотрение одного из самых громких коррупционных дел области. На скамье подсудимых оказались экс-начальник Пинского межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ и 2 его бывших сослуживцев. С 2014 года услугами участников схемы успели воспользоваться 25 человек. Подробности на сайте Тутбай по ссылке в описании. Конец ударом под дых, давайте фото-факты.
А в Реческом районе, доверху набитый картошкой, Мерседес опрокинулся в кювет. В аэропорту Минск всю визуальную информацию стали дублировать по-китайски, по-белорусски нет. Минчане в Новой Боровой заметили бесхозную свинью. Мозырский врач вырастил на подоконнике лимон размером с дыню. Ноу-хау шагает по стране. Теперь и в Заславле укладывают асфальт в лужи. В Березовском районе 9-классник поймал 11-килограммовую щуку. Новости одной строкой. Житель Витебска заплатит $3500 за оскорбление судьи ВКонтакте. В Ашмянах парень обстрелял девушек из пневматики за отказ подойти к нему. В Светлогорском районе молодые люди обчистили магазин, а затем угощали ворованным всех желающих. Мое уважение. Нападающий сборной Беларуси вовремя не вышел на замену, потому что забыл в раздевалке майку. Бывший директор Минского зоопарка и его жена незаконно продали 23 фламинго. В Лиде парень попал в тяжелое ДТП и остался жив. Потом выстрелил себе в голову из винтовки и снова выжил. Потому что Беларусь, как мы помним, страна для жизни, а не для смерти. Что ж, желаю вам хорошего настроения, несмотря на все то, что происходит у нас в стране. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и, конечно же, ставьте большие пальцы вверх. До скорых встреч и хороших вам новостей. Ой, когда все это кончится? Никогда.